По словам директора аэродромного комплекса малой авиации Первушина Сергея Минигулова, лично севшего за штурвал самолета «Роланд», акция выполняется от имени всего летного цеха республики. Готовилось действо с ноября прошлого года. Первым городом, где останавливались летчики, стал Белорецк. Затем самолеты встретила столица Зауралья Сибай. Хороший был прием, очень интересно, очень много детей, потому что все это в основном делается для детишек, для нашего поколения подрастающего, для того, чтобы они могли гордиться своей страной, ну и увидеть то, что авиация жива, авиация будет жить, и мы хотим, чтобы больше именно молодежи приходила в наш вид спорта в том числе. Экипаж эскадрильи, летящий над городами республики, состоит из 12 человек – летчиков-инструкторов аэродрома Первушина, блогеров и журналистов. В каждом городе они встречаются с детьми, ветеранами, участвуют в патриотических мероприятиях, посвященных Великой Победе. В конце перелета все материалы будут использованы в специальном ролике, который ежедневно пополняется представителями прессы, авиационными фотографами из Москвы Сергеем Фоминым и Евгением Лебедевым. У меня много родных, прошедших войну, и этот перелет посвящен 70-летию Победы, и это одна из причин, по которой я принял участие в этом перелете. Плюс, естественно, участие в таком мероприятии дает возможность честно поднять свой уровень. Но авиацию надо почувствовать, надо хотя бы раз сесть в самолет, взять в руки управление и выполнить этот самый полет, хотя бы ознакомительный. Пилоты одеты в летную форму образца 1943 года. Форму, включая хромовые сапоги и портупею, заказывали специально для каждого участника перелета. На некоторых членах экипажей красуются медали и ордена. Кстати, наградные знаки отличия все настоящие, заслуженные, так же, как и погоны. У одних уже вся грудь в орденах и медалях, а у кого-то пока ни одной. Но, судя по полету, награда не заставит себя долго ждать. Вы мне задавали вопрос о том, что меня привело в авиацию. Человека всегда тянуло в небо, и я не исключение. Просто в один прекрасный день я ехала на машине и увидела автомобиль, который был оклеен наклейками «Открой для себя небо» с телефоном. Это был руководитель аэроклуба Сергей Минигулов. Я очень долго за ним ездила, чтобы догнать, записать номер, позвонить. Я позвонила, и мне предложили прийти. Так я прошла теоретическую подготовку. После теоретической подготовки у нас началась практика. Достаточно сложный период, потому что нужно перестроиться, достаточно быстро принимать решения. Но, тем не менее, 18 января 2015 года я совершила свой первый самостоятельный полет, и сейчас я уже летаю самостоятельно, пилотирую самолет «Саванна». До этого момента, мне всегда было стыдно бояться, И мой инструктор Александр Лыник, он дал мне такие рекомендации, что если ты боишься, это нормально. То есть тот летчик, который не боится, уже не летчик, он уже списанный. Главное, что ты будешь делать с этим. Я села в самолет, завела, полетела. Это была такая особенная встреча с самим собой. То есть до этого таких моментов у меня не было. Потому что летать с инструктором – это надеяться на инструктора. Летать самостоятельно – это совсем другое дело. В подарок ко Дню Победы для сибайцев пилоты подготовили небольшое авиашоу. 4 самолета поднялись в небо над городом и продемонстрировали фигуры сложного и высшего пилотажа – ромб, стрела, клин, этажерка и проход с распуском тюльпан. Завершил представление сольным номером Сергей Минигулов. Такую же программу в эти дни увидят и жители других населенных пунктов республики, вошедших в проект «Золотое кольцо Башкортостана». Завтра мы вылетаем в город Стерлитамак. Оттуда мы вылетаем в Ермекеево. Ночевать будем в Ермекеево. Почему Ермекеево? Потому что я потомственный авиатор. Дед, и отец, и дядя. Дед у меня уроженец деревни Сукулово Ермекеевского района. Там находятся 2 музея его в том числе. После Ермекеева мы летим в город Октябрьский. Это будет 7 числа. 7 числа пролетом после города Октябрьского летим в Нефтекамск. Но события будут происходить торжественные в Нефтекамске уже 8 мая. Поскольку нам необходимо помимо перелета подготовить аэропорт к проведению очередного нашего большого мероприятия, которое будет в июле. Это 10-й всероссийский слет любителей авиации. Мы будем проводить на базе аэропорта Нефтекамска. И 9 июля наш перелет завершится. Он завершится уже у нас дома в Первушино. Мы его совместим с одним из мероприятий, которое у нас будет проходить. Там, так можно сказать, такой большой корпоратив проводит одна из организаций.
на нашей площадке, где-то с привлечением около 1500 зрителей. Там тоже будет воздушная программа, там будет воздушный бой. Агитационный проект завершится 9 мая в аэродромном комплексе Первушино. Здесь состоится праздничный концерт «Небо» 1945 года. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Батыр Яндавлетов, Дамир Хайбулин, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова. Телекомпания СТВ.